Здравствуйте, уважаемые жюри и участники конференции. Меня зовут Санников Андрей, ученик Манского лицея имени Ивана Гавриловича Тимофеева. Тема моего проекта – особенности изготовления старинных якутских чаранов. Актуальность якутских чаранов – национальный якутский сосуд для потребления кумыса. Чаран – символ плодородия и благополучия. Как подарок, который мог бы украсть любой праздник и торжество, что способствовало высокому уровню мотивации. Типичной формой является кубок на одной или трех ножках. Традиционно изготавливается из дерева, преимущественно из березы, и украшается богатой геометрической резьбой. Резьба располагается в виде ярусов. Традиционные технологии по заветам и наследиям предков тоже необходимо сохранять и беречь. Значительный вклад в изучение якутских чаранов внесли политические силы XIX века Мендендор и Ахильсон Серошевский. Тематика технологий изготовления якутских чаранов глубинные исследования и требует глубинных изучений историками и археологами. Чаран в традициях. Якутский чаран используют в разных культурных мероприятиях, традициях, в рядах, церемониях, на праздниках, свадьбах, концертах. Он был любимым и обязательным предметом в жизни каждого якута. На празднике летнего изобилия, цехах, свадьбах, семейных праздниках, в повседневной жизни якуты пили из чаранов бодрящий целительный напиток кумыс из большого чарана, передавая друг другу по кругу, отпевали кумыс в знак пожелания счастья и благополучия. Во время праздника уважаемых людей и гостей встречают стоя и подают кумыс из чарана. На концертах выступления национальных танцев чаранами стало доброй традицией танцевальных ансамблей. На соревнованиях по национальным видам спорта победителей награждают медалями, а вместо кубков дают чарану. Составление схемы изготовления старинного исторического якутского чарана. Шаг первый. Заготовка материала дерева для чаранов. Летом до сенокоса мой прадедушка примечал подходящие березы, а потом зимой в ноябре привозил их домой, соблюдая все обычаи и законы природы. Готовил материалы, планировал, какие чараны будет делать. Шаг второй. Специальные ножи для изготовления чарана. Фарбия. Длинный нож с кривым кончиком для вырезания внутренней стороны чарана. Кремеза нербгах. Нож для строгания внешней стороны чарана. А юбгачета. Нож для выражения орнамента чарана. Шаг третий. Секрет технологии изготовления чаранов моего прадедушки. Он изготавливал трехногие чараны. Один чаран делал целый месяц, все сразу им вырезал. Сначала готовил внешнюю форму, только потом внутреннюю. Иначе дерево могло расколоться, поэтому сушил их на сухих древесных опилках. В ящике несколько раз, наблюдая, вырезал. Когда внутренняя сторона чарана была готова, он занимался внешней стороной. Специальным ножом придавал форму чарана, вырезал ножки, далее тонким ножом кремисонер осторожно выравнивал и протирал специальной бумагой. Шаг четвертый. Технология украшения орнаментом. Готовые чараны протирал водой из коры и лиственницы. Чараны становились красивыми и прочными. После этого украшал орнаментом и смазывал растопленным сливочным маслом. Раз в неделю обязательно протирал чараны, чтобы они не раскололись. Орнамент и чаран моего прадедушка. На венчике на плечо чарана вырезал орнамент биомия. На тулове чарана вырезал орнамент сарбыняхою. Орнамент с двух сторон вырезал орнамент дунахтуюгнаютун, затем на нижнее бедро чарана вырезал биомия. Судя по всему, орнаментом благословлял плодородие, чтобы размножали много скотов и кобыл. Судьба чаранов моего прадедушки. Мой прадедушка делал чараны специально именные, дарил их, например, отцу семейства большой чаран, матери средний чаран, детям маленькие чараны. В основном он сделал маленькие чараны и подарил их своим внукам-правнукам. После смерти прадедушки Елена Флитовна, моя прабабушка, подарила чаран своим правнукам. Моего правнука, хоть и не видели ни разу своего прадедушку. Каждый праздник у всех пьем его кумыс из его чаранов, знаем о его работе. Чараны его использовали в разных торжествах, на свадьбах, семейных праздниках, концертах, для национальных танцев, спортивных соревнованиях в виде кубка. Чараны его прадедушки являются гордостью нашего народа. Мой прадедушка умер, но его работа осталась навсегда. Они известны по всей республике, радуют народ. Я горжусь тем, что его чараны знают даже в Японии, Германии и Израиле. Заключение. Илья говорится в преданиях, первый устроил цех, первый изобрел кумыс и посуду для него. Чаран – деревянный кубок для питья кумыса и других молочных напитков. Чараны представляют исключительное достояние материальной культуры якутов. Они являются вершиной искусства, эксклюзивом. Таких сосудов нет сейчас ни у одного другого народа в мире. И таким образом, пока якуты сохраняют свое традиционное использование якутского чарана,
Вывод. Первое. Мой прадедушка свой Павел Никонович начал делать чараны, изучив первые чараны якутов. Пора что от отца и способы их изготовления. Второе. Я изучил, что технологии изготовления чараны — это очень трудная и кропотливая работа, но очень интересно. Третье. Я много узнал о якутских орнаментах. Также я в ходе работы отметил, что процесс изготовления старинных чаранов может исчезнуть, забыться. Пятое. Поэтому, чтобы это не случилось, нужно написать об этом книгу, проводить различные выставки, мастер-классы, снимать видео и широко распространить среди людей. Спасибо за внимание.